Школьников Сыктывкара и Усть-Илимского района не докармливают. К такому выводу пришла контрольно-счетная палата Коми. Результаты проверки учреждения огласили на прошедшем совещании в региональном госсовете. Речь об учениках младших классов. Инспекторы обратили внимание на небольшой суточный объем порций, а также на меню. В рационе учащихся начальных классов выявили недостаточное количество овощей, а также отсутствие закуски. Занижение суточной потребности учащихся в пищевой и энергетической ценности при предлагаемых блюд фактическому объему потребляемых учащихся килокалорий. В отдельные дни отклонение составило почти до 120 килокалорий. Отсутствие свежих овощей в составе среднесуточных наборов пищевых продукций для организации питания детей. Наблюдается смещение пищевого рациона в сторону консервированных овощей, что не способствует рациональному сбалансированному питанию детей, проживающих в неблагоприятных природно-климатических условиях. Как отметили представители Сыктывкарской мэрии, каждое выявленное нарушение разобрали по полочкам. Суточный объем порций ежедневно варьируется, недельный показатель в норме. А вот вопрос с закусками пока остается открытым. В школах не хватает места для холодных цехов в пищеблоках. На сегодняшний день мы провели мониторинг. К сожалению, у нас есть только одна образовательная организация, где мы можем дооборудовать холодный цех для того, что это 43-я школа, на территории которой есть свободные площади в пищеблоке, где мы можем предоставлять закуски детям. Мы отработали с Роспотребнадзором, и позиция Роспотребнадзора такова: если отсутствуют соответствие условия в пищеблоках, то готовить закуски недопустимо, потому что это может привести к достаточно серьезным нарушениям прав детей. Также парламентарии на совещании подняли вопрос о модернизации школьных пищеблоков. Как отметил замминистра образования, науки и молодежной политики Коми, эта возможность в настоящее время прорабатывается. Сейчас вносятся изменения в государственных программах предоставленных, благодаря которым возможно использовать средства субсидий на укрепление материально-технической базы в целях создания условий в соответствии с требованиями санитарного законодательства. Использовать деньги не только на проведение капитального ремонта, но и на оснащение оборудованием пищеблоков. Эта возможность с 1 января 2022 года появится.